открыта, в ней на протяжении всего этого года истории писались. Я думаю, это будет еще и как некое пособие, как необходимо вести себя, наверное, при наступлении таких ситуаций. Никто не может гарантировать, что не повторится пандемия или же она не усилится. Вот уже год, да, в нашем лексиконе эти слова появились: пандемия, ковид. Но я думаю, что, к сожалению, мы, наверное, долго еще будем эти слова использовать. Вот, ну, конечно, оглядываясь назад, на год, конечно, хочется сказать, вот если бы эти знания, этот опыт, в то время, если бы как бы, ну, как известно, история не терпит сослагательного наклонения, поэтому я думаю, сейчас мы должны говорить о тех уроках, которые мы извлекли, каждый, кто к этому причастен, кого это коснулось, извлекать уроки и, наверное, смотреть вперед, двигаться вперед с учетом всего этого. К сожалению, вот вы меня тоже сказали, что пандемия выявила все серьезные системные проблемы, которые накапливались. На мой период работы в правительстве пришелся начальный этап. 27 января мы открыли республиканский штаб, где я была заместителем этого республиканского штаба. И февраль и март, до 31 марта, пока я работала, перед нами стояла прежде всего основная задача – это недопущение коронавируса в страну. И на этом этапе были, несмотря на то, что система общественного здравоохранения, скажем так, не в самом лучшем состоянии находилась, тем не менее были все, что необходимо сделать для этого, развернуты и дополнительные койки, и проведена инвентаризация. Конечно же, уже в феврале, 3 февраля были приняты попытки по закрытию границ, они были закрыты. То есть откуда вирус мог проникнуть, вот эти точки входа были блокированы. Затем уже, конечно, мы понимаем уже сейчас, что не допустить проникновения коронавируса, наверное, было все-таки невозможно. Кыргызстан тоже, как часть большого мира, имеющий границы общие, где наши граждане были в других странах, 18 марта был зарегистрирован уже первый случай. И вот говоря, учитывая, что времени не так много, я в своем интервью, знаете, рассказывала о том, прям поэтапно, пошагово, что делать. Вот, говоря о системных каких-то проблемах, я это говорю для того, чтобы уже такие уроки я сама извлекла, что необходимо нам в будущем делать и на что обратить внимание. Про, конечно же, недостаточное финансирование в целом системы здравоохранения. Это произошло не вчера и не год назад, это хроническое недофинансирование на протяжении многих лет, но привело к тому, что инфраструктура, оснащенность больниц были в самом таком, скажем, не лучшем состоянии. И здесь вот сейчас я об этом не хотела говорить, но Катя затронула, что о своем интервью с министром финансов, вот, ну, я думаю, всему подтверждению мне не нужно говорить о том, что эти поручения были давались, есть бумага. Есть бумаги, есть протокола, и здесь вот мне, наверное, не даст собрать уже бывший директор ФОМС Эльвира Кучмановна о том, что практически на каждом заседании штаба, как получилось, несмотря на то, что я была заместителем председателя, премьер-министру, конечно, каждый день не было возможности проводить, и это как бы проведение ежедневного штаба легло на меня. И вот на этих штабах я уже сегодня времени много просматривала все эти протоколы, более 33, которые я непосредственно провела. И там вот практически, если не в каждом протоколе, то через раз дается поручение именно Министерству финансов обеспечить своевременное и полное финансирование Министерства здравоохранения и ФОМСа. На тот момент, не говоря о дополнительных средствах, разрыв финансирования того, что было предусмотрено, по-моему, был порядка миллиарда. Вот, то есть это те деньги, которые были предусмотрены, но которые Министерство финансов с запозданием как бы открывало финансирование. Поэтому это вот к тому, что, ну, я думаю, сейчас занимаются следственные органы выяснением, кто что делал, поэтому я думаю, здесь еще достаточно много об этом будет говориться. Вот, поэтому недостаток финансирования, и он опять-таки не складывается только из того, что были ли деньги у Министерства финансов. Это очень большая проблема, потому что
практически бюджеты системы здравоохранения, они полностью состоят из тех трансфертов, которые поступают из республиканского бюджета. Всего 20% населения мы делаем отчисления в фонд обязательного медицинского страхования. Еще 25% оказывается практически вообще не застрахованы и не освобождены. И вот около 60% это та категория, за которую из бюджета возмещается в системе здравоохранения. Сюда входят и правоохранительные органы, и военные, пенсионеры, дети до 16 лет, и люди с ограниченными возможностями, и те категории, которые освобождены. Поэтому, я думаю, до тех пор, пока эта система не будет пересмотрена, конечно же, говорить о том, что полноценно будет финансироваться система здравоохранения, не приходится, потому что из общего объема средств всего около 2 миллиардов это те деньги, за которые работающие людей работодатели платят. Все остальное это очень мизер, 150 сом за пенсионеров и детей оплачивает государство. А военные, они вообще освобождены от всего. Поэтому, я думаю, ни одно государство не в силах будет без софинансирования, без участия граждан в виде страховых взносов полноценно обеспечить. Можно тоже сказать по недостаткам, это, конечно же, наверное, не отсутствие, наверное, может быть, недостаточные навыки реагирования на чрезвычайные ситуации. Если на ЧС природного характера, как-то у нас еще алгоритм более-менее выработан со стороны Министерства чрезвычайных ситуаций, то на эпидемиологического характера ситуация, можно сказать, что по большому счету их не было в последние годы, и вот таких вот навыков не было, это тоже, наверное, было как одна сложность. Отсутствие координации, я, конечно, не могу сказать, что этой координации не было, или каждый делал, что хотел. Конечно, для этого и будет республиканский штаб создана, чтобы была некая координация. Но я думаю, нам тоже надо учитывать такой момент, что когда слишком много начальников или людей, принимающих решения, вот эта ответственность где-то размывается, и, возможно, даже идет какая-то дезорганизация самой работы. Я хотела бы еще отметить, что все-таки, на мой взгляд, может быть, субъективные вот эти кадровые перестановки, которые происходили, да, вот, скажем так, с определенного момента, они тоже внесли определенную дезорганизацию. За этот период внутри министра здравоохранения сменилось, еще люди, принимающие решения. Эти изменения коснулись и рядового состава, и людей, которые непосредственно отвечали за координацию в аппарате правительства, начиная от экспертов, в Министерстве здравоохранения, начальник управления. То есть вот такие вот изменения, я думаю, они тоже не принесли пользу, потому что каждый новый человек, он уже пока вникал, это тоже, мне кажется, вот эта вот кадровая перестановка, это чехарда, которая, наверное, сегодня еще идет, она тоже не послужила для такой более положительной, слаженной работы. В целом, конечно, служба общественного здравоохранения, она нуждается в большом реформировании. Я думаю, это тоже большой урок, который мы извлекли, потому что во всех стратегических документах мы говорим о профилактике заболеваний, но при этом абсолютно не выделяем денежные средства для того, чтобы они были чем-то обеспечены. Это и профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний. Мы видели, какие осложнения были у людей, у которых сахарный диабет и другие сопутствующие заболевания. И мы видели, какое большое количество людей с этими заболеваниями. Поэтому, я думаю, сегодня перед правительством должна стоять очень большая задача по системному рассмотрению этих вопросов. Вплоть до, не знаю, вредных продуктов, навыки правильного питания у граждан, начиная от детей и так далее, здоровый образ жизни. То есть это те задачи, мне кажется, которые как уроки нам должны быть для того, чтобы мы могли их впредь использовать тоже. Ну и, конечно, сегодня фокус внимания немножко от коронавируса ушел вследствие политических событий. И, наверное, если я соглашусь сказать, что мы тоже, граждане, должны осознавать ответственность. Мы не всегда следуем неукоснительно рекомендациям Министерства здравоохранения. Мы, как я уже сказала, не всегда делаем эти отчисления, понимаем о важности этого, и в результате, конечно же, сама эта вся система, которую я еще раз хочу повторить, она не сложилась вчера или год назад, она, к сожалению, нас последние десятилетия преследовала. Поэтому, конечно, от ответственности никто не убегает и не должен. Я думаю, что каждый человек, кто был на уровне принятия решения, он, когда соглашался на ту или иную позицию, понимал об этой ответственности, не убегает, и мы обязательно должны извлечь из этого правильные уроки. И если
будет необходимо, конечно же, нести ответственность тем, чтобы это было большим уроком для всех тех, кто в дальнейшем будет, скажем так, соглашаться или же принимать на себя эту ответственность.